Всем доброе таджикистанское утро, друзья! Мы сейчас находимся в городе Исфара, Сагдийской области Республики Таджикистан. Центральная улица, главная улица города Исфары. И с двух сторон, как вы сами знаете, как это обычно везде бывает, административные здания, банки, значит, магазины, супермаркеты, самые главные, самые брендовые, да, в городе Исфара. Вот сразу мы видим банк Эсхата. Вообще, что такое Эсхата? Эсхата — это древнее название города Худжанда. Эсхата Александрия. Вот, поэтому банк Эсхата значит банк Худжанд. Можно, да, вот в некоторой степени так сказать. Здесь все кафешки с двух сторон дороги, вдоль дороги. Вот она, Кахвахона и Шоме Исфара. Вон с той стороны есть все остальные магазины. Но мой однокурсник из города Исфары, Фархот, он посоветовал мне обязательно пойти покушать плов у Акаи Зафара. Но поскольку утром мы сейчас торопиться не будем, но мы найдем, где Акай Зафар у нас находится. Вчера я пробовал шаурму исфаринскую. Очень вкусная, сочная. Наверное, сегодня еще будем пробовать. Сколько стоят лепешки, Ако? По 8. 8 самони? Да. Вам не кажется, что дорого? Для жителей города. Недорого? Нет, на него спрос Нормальная большой. цена. Вот Серьезно? покупать. Это Да. фатир или Это лепешки? фатир. Фатир. Там много всего. лепешки Масла. есть по Да, масло 3,5. здесь есть. 3,5, а в Да. Душанбе 2 самони. У вас Это дороже? эти тут? лепешки. У нас это с вообще маслом. другая лепешка. Они У нас Самаркандские, что ли? типа ну да, такого, типа да. они с маслом. А, с они с маслом. маслом. И, короче, оно весом 450 грамм. Вот это. Нет, маленький. А это сколько? Это 900 грамм. Почти килограмм. Ну все, понял, спасибо. Но не Равгандори Зоирбой номер 1. Если что, вот он. Вот, видите, лепешки, говорят, другие. Самаркандские, потому что там таджики тоже, да, вот все одно и то же. Заплатить у нас не получится, потому что не работает. Вот, все главные магазины в основном вот здесь вот. Вот оно вот, видите, если жарко, то прохладненько будет, вентилятор работает. Вот. Такой вот у нас магазин. Сразу напротив, ребята, я вижу гостиницу. Гостиница называется Мирос, или здание Мирос называется, да? Наследие типа. Если вы когда-нибудь приедете в Исфару, тут оказывается не сильно много гостиниц. Их прям штук 4-5. Ну, поскольку вот, насколько я знаю, точнее. И вот где я оставался, к сожалению, условия неудовлетворительные. И я считаю, что для города Исфары это немножко не авторитетно. Потому что авторитет города среди других городов Таджикистана. И вообще, когда мы говорим Исфара или исфаринцы, у нас все это ассоциируется с людьми очень высокого уровня, качества, образованные, да. И сразу ассоциируется с тем, что эти люди говорят на нескольких языках иностранных: русский, английский. И также у нас такой стереотип, что жители города Исфары на отличном литературном уровне владеют таджикским языком и говорят на таджикском литературном уровне. Вот поэтому гостиница, хотя мне сказали, что такая более-менее солидная, я заплатил 150 самони, но на мой взгляд я должен был платить не больше 50, потому что условия не особо радуют. Это строительство новых домов, новых объектов продолжается быстрыми темпами. Город Исфара вообще, ребята, индустриальный город.
Здесь много заводов, фабрик. Была построена, ну, некоторая часть, правда, в советское время, но строительство новых заводов продолжается и в современности, сейчас, то есть. И в плане обеспечения работы, как бы, я думаю, что по той информации, которая у меня есть, значит, администрация города обеспечивает людей работой. Скорее всего, справа от нас мы видим школу. И тут вот в галстуках наши ребята играют в футбол. Вот оно. Так сказать, с уважением относятся к футболу. Здравствуйте, здравствуйте. Это вот где приобрели вот это вот? Это советское или? Да, советское. Советское. Сколько стоит, где продают? Вот это. В Худжанде продают? Не здесь. Здесь продают на рынке. Сколько это стоит? 2000 самонич. Ну ничего, да? Только вот педали Да. с велосипеда. Ну ладно, спасибо. А грузоподъемность какая? Сколько килограмм? Сколько килограмм? 200 пойдет? Не-не-не. 300? 50. 50? Так я-то вешу 90. Куда мою остальную часть мне деть? Нет. Мавазнам нават кило, а ими бардура. Нет, дукаса чумова наватка, дукаса ми бардура. А, грузоподъемность, значит, примерно 300 килограммов. 300 или 300 половина. Tamam Гамнес, да? Вот. Значит, смотрите, ребята, Солхои Джанги Бузурги Ватани, аз Соли Чилиакто, Соли Чилисе, госпитале Харби. Вот эта школа служила в качестве военного госпиталя, ребята, с 41 до 43 годов. Это вот в ходе, значит, Великой Отечественной войны. Как вы сами знаете, продолжая, да, сразу эту тему, из Таджикистана храбро, мужественно принимали участие на этой войне больше 300 тысяч наших граждан, и из них 150 тысяч не возвращались, по, если я не ошибаюсь, и по тем данным, по которым я вот сейчас помню. 150 тысяч из них не возвращались, в том числе из моего села. Из 300 значит, участников Великой Отечественной войны 150 не возвращались никогда. Их имена, ну то есть они не возвращались. И 150 остальных, которые возвращались, к сожалению, на сегодня в моем селе ни одного ветерана Великой Отечественной войны не осталось. Все умерли. И царство им небесное. Здравствуйте, а сколько стоит килограмм мяса? 65. Дорого, дорого. А вот это вот парикмахерская, ребята. Ассаламу алейкум. А меня к прической от дичансу места. چند سومه میتاد خودش؟ آخه ما 5 سومه میتاد میشد؟ کاراشو نگاه کنم. اگر که ای همه پریچوسکه قیمتون چند سومه؟ ما نرخ قیمتش ما اوضاعم که خودشو نگاه کنم. نه همین 10 سوم 15 20 سوم مثلا прической 30 сом نداره؟ боло 15? Да? О, радостная новость, ребята, наконец-то. 10 самоней, самая дорогая прическа в городе Исфара. Так что, если что, то нам надо в Исфару за прической, а потом ехать обратно в Душанбе 9 часов. И вот, наконец-то, я нашел терминал, где работают те же телекомпании, да. Здесь можно также коммунальные услуги платить, ребята, интернет, все остальное. Так что в порядке. Это Маджмаи Фарогати. Те, кто не знает, что такое Маджмаи Фарогати, это на русский язык развлекательный, не центр теперь, да? Маркази Фарогати, а Маджмаа. Комплекс. Маджмаа это комплекс, развлекательный комплекс.
Это также находится вдоль центрального проспекта. А как, кстати говоря, называется этот проспект? Интересно. Ассаламу алейкум. Хамин хиобон чи ном дорад? Пешбог? Нет, мне кажется, это что-то... Да, вот, кстати, у нас нужно доразвивать эту культуру. Даже также в городе Душанбе. Если мы называем улицу, то никто нас не находит. И поэтому говорят, рядом с этим, рядом с тем, рядом с рынком или с парком. А по улицам даже таксисты города Душанбе не разбираются. Поэтому нам нужно развивать эту культуру, чтобы знать свои улицы, как своих 5 пальцев по улицам. К примеру, улица, я не знаю, Шинишоха Шотеймур, улица Садридиняни 45, чтобы все знали примерно, где это находится. Это тоже культуры, ребята, это тоже показывает высокий уровень культурности людей. А это, ребята, культурно-развлекательный парк. Вот, видимо, новый, сразу видно, вон те дома тоже, жилой комплекс строится. И вот эти вот все новое, сразу видно. Вот объекты, которые строятся и строились за период независимости, их очень легко узнать. То есть по пафосу, чуточку. Советские здания в основном скромные. Сайфуддин Исфаранги, ребята, это житель города Исфары, который родился в 1186. Как вы сами помните, я говорил, что город исторический, древний, да, город Исфара, поэтому вот с тех времен были вот такие большие личности. Значит, он родился вот в этом году в городе Исфара, и в 1267 году он умер в городе Бухаре. Вот в священном Бухаре. И Сайфуддин Исфаранги — это в первую очередь поэт, значит, философ. Вот информация, которая у меня есть. К сожалению, сейчас у меня нет его стихов, чтобы я почитал и посмотрел, на кого его стихи, на чьих стихов из наших поэтов его стихи похожи. Тут, короче, есть, ребята, банк, и этот банк называется Спитамен. И что я хочу сказать? Отрадно, что мы стали называть наших улиц, наших проспектов именами наших национальных, исторических героев. Вот. И это во всех городах и регионах Таджикистана. И слава Богу, что стали вспоминать о своей истории, о своих, значит, родных, великих личностях. Это правильно, только нужно усилить эту тенденцию, побольше еще называть, значит, наших там конкретных объектов именами наших национальных героев. Вот. К примеру, я мало видел про Тимур Малика, да, героя таджикского народа. Только есть один там, значит, сейчас вам скажу. Один ресторан вдоль реки Сирдарьи в Худжанде, да, в городе Худжанде. Может, здесь какая-то улица, но я хочу, чтобы имена наших героев мы возвели на первый ранг. Чтобы самые популярные проспекты, улицы, торговые центры, там базары, магазины, супермаркеты и так далее и тому подобное назывались именами героев выдающегося таджикского народа. Вот что я хочу, вот что я предлагаю. А вот, оказывается, улица, по которой мы ходим, вот эта вот, называется Кучай Марказе, что в переводе означает центральная улица. А вот, к примеру, в городе Душанбе центральная улица или центральный проспект назван в честь основателя таджикско-персидской литературы Абдуллах Рудаки. А может, мы тоже назовем вот Кучай Марказы именем, допустим, Тимур Малика, Муканна, я не знаю, других наших героев. Вот, это называется Сугилоро. Я не знаю, что за комплекс. Меня привлекло не столько объект, сколько название.
По-таджикски это звучит очень романтично, очень красиво. Сохилоро. Ребята, я узнал, это Сохилоро, это чайхана, и скорее всего находится на берегу реки, поскольку Сохиль, таджикское слово, означает берег. Так что чайхана. Окей, ну вот. Вот так вот выглядит чайхана. И вот, пожалуйста, я вам покажу, насколько я был прав. И вот смотрите, берег и течет река. Видите, тут прохладно. Вы посмотрите на название, ребята. Чойхоней Сафиней умеет. Это просто стихотворение, понимаете? Друг мой, а сколько стоит мороженое? Один самоня. Дешево, правильно. Красавчик. И вот тут продают также напротив, ребята, Чойхоней Орион, Чайхана Орион, Tea House Орион. У нас продают ковры. И эти ковры произведены и производятся в Республике Таджикистан. И вот этот ковер приветствует меня прям горячо. А вот это вот тем более. Говорит, меня забирай, пожалуйста. Но мы сейчас зайдем, посмотрим. Вау, мир ковров просто. Вау, просто шикарно, красиво. А какой, к примеру, из ковров вам нравится больше? Первый, второй, третий или четвертый? Хотя четвертый-то второй. Какой, к примеру? Или же первый, второй, третий? Вот из этих троих, какой ковер вам больше всего нравится? Или же из этих троих? Вот раз, два, три. Все это, ребята, производится в Таджикистане, в городе Кайраком. Очень красивые. Вот это вот видно, что хорошего очень прям качества. Смотрите. И чего нет? Настоящие ковры, ребят. Вот он, ребята, абрикос, наконец-то. Видите, да, как символ города Исфары. Потому что в Исфаре растет много очень абрикосов. То есть существует много садов здесь. И абрикосы исфаринские считаются самыми вкусными, сочными, и значит, потребность на них огромная. И вот шаурму здесь вчера я пробовал, ребята, очень вкусная. Вот эта шаурма, чтобы вы смогли сориентироваться, находится напротив рынка или же напротив вот торгового центра MR, я не знаю, это, торгового центра Пайванд. Вот. Вчера вот мне здесь готовили шаурму. Имруза мешала, дягон шаурма и назвай к ним богирим. Мешала, да? Я к вам вернусь через полчаса или час. Спасибо. И вот вопрос, ребята, почему я перехожу дорогу не по пешеходу, а вот как попало, да? И сотрудники ГАИ, вот они и вот он, к этому относятся равнодушно. Я считаю, что мы должны заниматься также этой культурой. Мы должны научить наших людей ходить по переходным пешеходам. И вот это центральный рынок города Исфари, ребята. Смотрите, как по таджикской традиции все начинается с лепешек. Бит Хакинамак мешавим гуфта, нона мондиан. Значит, у них все покупают. Тут есть все, и все это делается в Таджикистане. А вот он рынок. А вот сразу тюбетейки. Только вот форма немножко другая, да, какая-то вот. Мне больше нравится самаркандская форма тюбетеек.
настоящая таджикская она. И как бы я бы сразу покупал и порекомендовал бы своим друзьям. Сейчас утро, ребята, еще как бы мало народу, но скоро будет завалом. И по субботам, воскресеньям в особенности яблоку негде будет упасть на этом рынке. Тут вот материалы таджикские. А там, видимо, опять чайхана на обед. А вот сразу слева от нас мы видим исфаринских мастеров. Вот сейчас он, значит, каким-то топором занимается. А вот это вот, ребята, называется Хазор Испан. Хазор Испан. По сути, это означает, что вот эта трава, это лечение 1000 болезней. Так вот называли в старые времена. То есть 1000 болезней лечатся вот этой травой. Это называется Хазор Испан. Если приедете в Таджикистан, вы поищите, и вам обязательно подскажут, где можно Хазор Испан найти. А что это такое, да? Это вот веники. Вы когда-нибудь подметали хотя бы свой дом, свою комнату? Если да, то вот он ваш друг. Рынок, ребята, такой огромный, куда-то туда идет бесконечно, так что нам нужно будет возвращаться. Я бы еще посмотрел вот эту сторону, да. Тут в основном одежда, ребята. Рубашки мужские, да, брюки, подушки и все женское. Женщинам в нашей стране все есть. Мы сейчас, ребята, находимся в мечети. И вот что я заметил. И вот сразу видно, что это старая мечеть. Старая мечеть. И, к сожалению, наверное, уже тут не молятся. Либо ее будут реставрировать. Но я за то, чтобы отреставрировали и все оставили как есть. Видите, немножко вот так вот стало грязно из-за того, что не было, значит, давным-давно крыши. Если была крыша, мы бы смогли сохранить небольшую историю вот в этой мечети. По узорам я вижу. Видите? Вот этим узором, по моим ощущениям, у меня уже есть небольшой опыт вот по этим узорам, да, вот. Я был во многих мечетях Таджикистана, во многих регионах. И вот судя по узорам, этой мечети примерно больше 120 лет. Вот оно, вот видите. Если не больше, то 120 лет уж точно есть. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы мы сохранили нашу культуру. Это наша культура, это наша небольшая история именно вот на этой локации. Поэтому отреставрируем. Значит, поставим крышу, обновляем все, и пускай люди продолжат молиться. Кстати говоря, ребята, по базарам Таджикистана. Последнее время, если вы заметили, мы становимся свидетелями того, что многих базаров убирают, то есть переносят в современные, ну, конечно, более комфортные здания, да? Не кажется ли нам или вам, чтобы мы оставили в каждом городе по одному базару? Это так, для истории, для культуры, а потом остальное все, может быть, да, действительно переносили бы в эти здания. Но для истории, да, поскольку рынок исторически тысячелетиями является частью, неотъемлемой частью таджиков, может какие-то рынки нам сохранить,
и вообще их не трогать. Может чуточку модернизировать, но вообще убирать, чтобы полностью не было рынков в нашей стране. Вот этого я считаю, что не стоит. Так что вот мы видим красивые лепешки. Я трогать не буду, поскольку после меня кто-то еще будет покупать. Ин пул мейстат холаджон? 8 сомон. Ага, арзон шава чанд сом мешад? Хайна 10 та масалан. 7 сомону 50 дирам. چند کیلو وزنش؟ نمیدونید قیمت نمی؟ 800 گرم پایان 900 здесь 800 قیمت نمی برای اهالی میگیرد مردم ایسفر میخرن این تو بگه همه اینا تمام میشه اول البته نیتی پاک دست و دلی پاک یعنی مردم میخره 8 سومو قیمت نمیگوید یک سومونه 2 سومونه هم باشد 2 سومونه های یا 1 سومونه های 2 نیست های یافته بدیم برای شما 2 мне специально гостю скидки, но я скидки бывает гостям скидки. Только вот, ребята, вон видите, те лепешки, они в Душанбе стоят 2 самуне или 1,5. А вот в Исфаре 2,50. Немножко... Смотрите, ребята, какое красивое таджикско-персидское имя. Зулайхо. Даже если эта девушка некрасивая, то ее берут в жены за ее имя, за ее красивое имя. Так, ребята, по рекомендации своего друга я нашел Кахвахуней Акайзафар. Вот он. Но сейчас посмотрим, насколько все круто. Я не знаю, на Анадидам. Вау. Но атмосфера, я бы сказал, приятная. Сейчас закажем плов и по вкусу я вам скажу, какой он. Ребята, я наконец-то нашел тот самый легендарный плов Акайзафара. Я попросил, чтобы мне давали плов прям как надо. Вот, ребята, я себе заказал плов. Сейчас попробуем и на вкус я вам скажу. Тут, ребята, почта. Сразу видно, это советское здание. А вот почта электронная или какая? Да нет, конечно. Советская почта. Видите, мозаичную работу. Это вот в советское время вот эти были популярны. В советское время ассоциируется мною воспитанными людьми. У людей было высокое воспитание. Воспитание высокого уровня. Вот он флаг, ребята. Видите, флагшток. И сразу напротив наша гостиница. Вот она вот. Мы здесь останавливаемся. Это вот новый жилой комплекс, ребята. Здесь предусмотрено для жителей города Исфара. Так что это жилой комплекс. Скоро строительство завершится. Здесь, как вы сами знаете, рядом все практически полностью заселено. Там уже люди живут. И вот здесь особый комплекс. Я бы хотел 2 слова об этом говорить. Этот комплекс называется Орион. Также в центре города Исфары это находится. И значит, в этом комплексе находится местная исфаринская школа. Вот. Дело в том, что мне сказали местные жители, что преподаватели вот этой школы в основном являются иностранцы. То есть из Канады, Швейцарии, Германии, европейских стран. И учеба ведется на современных авторитетных языках. Там русский язык, английский, немецкий, французский. Так что... И да, и эта школа называется Contact International. Вот.
Вот так вот такое название. Давайте не будем переводить, чтобы не терять смысл. Но более чем уверен, что будущее поколение, ученые, политики, философы, бизнесмены, языковеды, переводчики и так далее и тому подобное обязательно выйдут вот с этой школы. Здесь, ребята, предусмотрено трехразовое питание. Здесь и учатся школьники, и также здесь спят. Там есть отдельное общежитие. Вот, да, спортивный комплекс. Самые современные, значит, аудитории. Но заходить нельзя, мы не будем, поэтому имейте в виду. Это вот культурно-развлекательный комплекс, ребята. Это уже второй в городе Исфара. Второй, конечно, из тех, которые я видел. Возможно, их много, потому что не во всех частях города я был. Значит, здесь молодежь, дети в основном играют, отдыхают. В любое время суток, кстати говоря, 24 часа. Тут есть хорошее очень ночное освещение. Мы вчера проехали мимо, я заметил. Сейчас очень жарко, обеденное время. И поэтому сейчас мало людей. Ночное освещение, я сказал, да. Значит, электричество 24 часа, 365 дней, ребята. Никаких проблем в этом нет. То есть проблема энергоснабжения, да, полностью в нашей стране решена. Мы даже экспортируем электричество. И имейте в виду, любое государство, которое экспортирует что-то, его граждане обязательно. А вот мы за решетками, ребята, видим новый футбольный стадион. К сожалению, не знаю я, где вход. В общем-то, здесь мы играем, или наши граждане, да, играют в футбол. Вот и дети. Город Исфара по площади, он такой огромный. И по сравнению с Худжандом, горы в Исфаре находятся чуть дальше. Потому что в Худжанде со всех сторон горы видны. А вот здесь, где их? Вот смотрите, вокруг смотрю, только с северной части я вижу горы. И то нужно ехать примерно километров 30, чтобы до них добраться. А вот с юга их практически нет. То есть это огромная территория и равнина, вся территория. Если вы хотите купаться или ваши дети, пожалуйста, специально предусмотрено. Вот они, машины. Сейчас жарко, сами видите. Поэтому людей нет. Наши люди не любят ходить, там работать под палящим солнцем. Уж тем более дети играть. Но, тем не менее, есть люди. Потихонечку уже приходят. بابای دهقان پیشین خوندستان اینا چند روز در جمع میکنین؟ ما یک روز برکش
رو کندیم رویم رو بس نه بازم ساز نیست اینا مثال در شهر دوشنبه دخترای هسته که یک روزده 121 تا تپک میکنند. سوال همیه که همینا چند روزده شما جمع میکنین؟ شما 100 وای سوای میگوید 200 چیز تا واسه تپا گفتگی این چند سوتیقه یعنی جوهری شما؟ سوتکش نمیدونم 25 سوتیق؟ اینه یا مکش کندیم امروز دعوتیم برای بساتیم این برای خوراک چاروا میشه. شما میفروشید یا خوراک چاروا دارید؟ چاروا داریم دارید ها؟ بعد سانی شیر میشد، گوشت هم میشد دیگه. ها خیلی خوب. همین زمستانی چاروا رو همش بسه یا که نه؟ چند تا چاروا داره؟ 4 چاروا دار بودین نقص. انا این چند کم از ماشین چند علف مثلا چند ماشین علف میشود؟ دو ماشین کمازی کلام میشه دو کمازی کلام میشود ها؟ در چند روز ویش همون جواری مکش جدا کردید از علف؟ یک روز چند نفر؟ 6 نفر فهمیدید می؟ اسفره 6 نفر. انا خیلی بقوا دادم هستن اینجا ده. شوخی نیست. مایل هزار رحمت همه ده برای کار. صداتون چی با پس صداتون؟ همین چهارم زیخ کردم داد با من خیال کردم که دینا شوهرتون زیخ کردن داد زدن بعد گلو گرفته. با من فکر کردم که با من خیال کردم که شیرخوانده اینا درویده دوزو برای وای گرفته. مالی سلامت باش. Так, сейчас, ребята, мы находимся в одном из исторических мест, туристических направлений города Исфары. Это Красная крепость или Калай-Сурх, один из ценнейших историко-архитектурных памятников, который в 2018 году предоставлен в комиссию ЮНЕСКО для внесения в фонд мировое наследие. То есть тут говорит предоставлен, а пока мы еще не знаем результат, включен ли в список или нет. Но я вот предчувствие подсказывает, что все-таки внесен. Вот. Мы сказали, да, архитектурный памятник. И в нетуристический сезон в день до 500 человек сюда приходят на паломничество. То есть это место имеет паломническое значение. Ребята, наши гости приехали в Калай-Сурх из Канибадама, Конибодом, да, из города Канибадама. Вот приехали на паломничество. Шмо бо ҳамин рӯз гашта меред Конибодом? Саҳар омадед ми? Ва ё нағз гузашт? Саёҳататон нағз гузашт? Ҳама маъқул шуд? Ташаккур, саломат бошед. И вот мавзолей, ребята, сам мақбараи хоҷа Насруллоҳ хоҷа Абдуллоҳи Сурхӣ, вафот 780 ҳиҷрӣ, 1378 милоди. Значит, это уже примерно 700 лет назад умер, скажем так, вот ходжа Абдуллоҳи Сурхӣ. И, к сожалению, здесь нет гида, чтобы я мог рассказать вот более детально. Но, в общем-то, если приедете в Исфару на паломничество, обязательно сюда приходите. О. И вот в этой же местности, ребята, есть такие рукодельные, я бы сказал, да, лестницы, вот такие вот. И идут до вон, до вот этой арки. Там похоронен Ходжай Гоиб. Вот, и вся эта местность имеет паломническое значение. Поэтому, если вы когда-нибудь приедете в Исфару, вы обязательно сюда приходите, потому что любые гости, которые приезжают в Исфару, обязательно посещают этот мавзолей. Это священное место.
Вот, и из-за того, что у нас очень мало времени, мы не сможем туда подняться, ребята, потому что нам ехать прямо сейчас надо в Зумрад, санаторий. Так что вот, имейте в виду. Мы сейчас едем, ребята, в санаторий Зумрад. И я вообще собирался уехать в город Худжанд. И я думал, что приехав в Исфару и не посетив санаторий Зумрад, который является популярным комплексом, являлся и в советское время, и сейчас, было бы ошибкой и грехом с моей стороны. Поэтому мы сейчас едем, мы сейчас держим свой путь в санаторий Зумрад. Или же на русский язык переводится как изумруд. Я думаю, из названия уже все стало ясно. Вот он, ребята, вход в санаторий Зумрад. Абу Али Абдаллаха Хусейн ибн Сина. Это вот Авиценна. Его называют на Западе. Выдающийся таджикский врач, математик, астроном. Абу Али ибн Сино. Вот. Это отец таджикско-персидской медицины. И вообще все медицины. Вот. И в этой части, ребята, я подумал, до сих пор у нас в университетах Таджикистана клятва, все еще клятва Гиппократа. Вот, как вы думаете, можно было бы эту клятву на клятву Авиценны? То есть, я не бономи ибн Сино Касам Хурдан. Потому что Гиппократ, я не знаю, имеет ли отношение к Таджикистану. По количеству посетителей, ребята, я не знаю точное число. Однако с уверенностью могу сказать, что не только со всего Таджикистана, но и со всей планеты приезжают сюда на отдых, ибо здесь существуют, значит, лечения традиционные, грязевые и различные другие. И здесь всегда бывает много-много посетителей, в том числе и из Российской Федерации. Многие лечатся, вылечиваются и потом уезжают. Итак, ребята, список болезней, которых лечат здесь, в санатории Зумрад, огромный. К примеру, вот болезни опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета, неврологические болезни, ишемические, да, болезни и гинекологические и так далее и тому подобное. То есть список очень большой. И здесь работают врачи первой степени, высокого уровня профессионализма. Именно поэтому санаторий Зумрад, как в советское время, так и в современном Таджикистане, пользуется большой популярностью и большим спросом, потому что всегда здесь есть посетители. И если, к примеру, вы решились на отдых, то тогда нужно, конечно, заранее позвонить и договариваться обо всем.
Вообще город Исфара произвел на меня огромные впечатления, позитивные, чистотой, красотой, свежим воздухом, природой, добрыми людьми, культурными, образованными, гостеприимными. Наверное, именно вот эта красота, вот эти качества были, что многие, значит, известные фильмы, как таджикские, так и зарубежные, снимались именно на территории Исфары, Исфаринского района и города. К примеру, в окрестностях Исфары снимались эпизоды фильмов «Если любишь», «Через терение к звездам», «Сказание о Рустаме», «Рустаме Сухроб», «Сказание о Сиавуше», «Хасан Арбакеш», «Седьмая пуля» и многих других картин. И, к вашему сведению, фильм Андрея Тарковского «Сталкер» также должен был сниматься в Исфаре, но из-за, к сожалению, землетрясения 1977 года режиссерам пришлось искать другое место. Так что вот вышеназванные фильмы есть в интернете, можете посмотреть с удовольствием. Или черный корпус. Корпус черный.